Махмуд Али Калиматов осмотрел строящийся корпус детского сада яслей в Малгобеке. Объект стоимостью более 92 миллионов рублей состоит из 2 этажей и подвальных помещений. Рассчитан на 80 мест. В новом дошкольном учреждении смогут трудоустроиться 42 человека. Сейчас на стройплощадке работают 40 человек разных строительных специальностей. Глава республики дал поручение увеличить их количество, если в этом есть необходимость. Вы изоляцию сделали? Вот она изоляция. Подземная часть Сейчас сделано, да? Двуслойная гидроизоляция полностью по периметру замок, обкатка полностью. То есть 25 декабря у вас будет готов детский сад. А? Я приезжаю. Записывается протокол. Понимаешь? Значит, хажал 3 смены бейбол. А еще объект строите где-то? Да, больницу мы строим. Кантовскую. Заканчиваете? Заканчиваю. Вы, да? Мы Деньги успеваем, вот по объемам вы даете объем работы? Вам дают? Дают. Нет у вас проблем? Никаких проблем нет. Шаг, два, задан дичь. Да. Дух Бог вышел. Нет, дух был, да, все тут готово. Все готово. Ровно месяц можно закончить. Освобождается работник с того объекта. Старайтесь сюда и сбросить. Пожалуйста, дед дуац, хам жоп тут дуац, дошок малуш. Мы делаем. Понимаете, хоть ночуйте здесь, но надо сделать. Мы делаем это для наших детей. Да, олким детский сад, лад, лад, да, школа, я как же, снести ее я хотели, школа, да, мэра мы ездили. Я сказал, отремонтируйте, мы заезжали туда. Хорошая школа. Сколько необходимость детей в этой школе? Она полный есть сад, вот до сих пор она же работает, ясли работает. А туда машины есть, автобусы? Не, рейсовый автобус. Рейсовый есть у нас рейсовый автобус ходит здесь. И дети добираются на маленьких детей родители сами возят, в субботу забираете, в понедельник Это привозят. круглосуточное пребывание. Да. Детских садов сколько у вас в городе? 10. Да, 10, да. Школ 10, да. А потребность еще сколько? У нас дефицитивы. Дефицит 180 на сегодня. В электронной очереди уже состоят, ожидают поступления. А у нас по плану есть в Малгобеке еще детский сад? Есть. Не, у нас есть, вот земля есть. Строится. Земля есть. 59%. Вот тоже на галерке? Нет, почему? Мы здесь построились, почему? Потому что у нас адресный этот объект должен был быть. Правильно? Сюда привязан микроучасток определенный, оттуда же мы... Привязанный адрес был, нам надо было его здесь. В городе еще надо. В городе у нас нет с землями проблем. Еще нет. Нет у нас проблем. Мы сейчас заедем, еще один садик мы здесь сейчас будем. То есть у тебя, вот ты сейчас говори мне, у тебя есть два детских сада, надо минимум построить, да? У нас сейчас сдавать будут в 500 коттеджном поселке один сад, и еще город Малгобек, да. Еще вот будут строиться это 2 сада. Еще открыли буквально месяц тому назад. И на капремонте. То есть у вас нет проблем с землей? Землей у нас если проблемы. Надо будет, Если строитель, объект, он может зайти, земля есть. Все. Она не обременена ничем. Ничем, да, нам Ни судом, ничем. Муниципальная? Муниципальная, республиканская тоже. Проблем Нет нет? проблем. Проблем нет в Малгобеке по земле. Нет. Далее глава Ингушетии посетил еще одну строительную площадку в Малгобеке. Детский сад номер 7 «Сказка» строится на месте старого дошкольного учреждения, здание которого было признано аварийным. Оно прослужило всего 9 лет. В 2012 году детский сад был сдан в эксплуатацию, а уже в 2021 признан аварийным. Впервые Махмуд Али Калиматов посетил этот детский сад в 2019 году и, увидев, в каком плачевном состоянии он находится, поручил провести техническую экспертизу. По результатам оценки технического состояния здания оно было признано полностью аварийным, после чего руководитель региона дал поручение построить рядом новый детский сад. Корпус монолитный, старый, снос, проблема снос. Потом не представляю, можешь там коммуникацию провести. По нормативным все делаете? Да. Высота. У вас под землей сколько? Вообще у нас под землей этого сада ни сантиметра нет. У на него монолитная подушка толщиной 60 сантиметров, он видимо стоял. 11 метров выкопали и 11 метров катали. Насколько выше мы стоим? Вот посмотри забор. И к Новому году поставим ставить объект. Постараетесь или сдадите? Дадим, обязательно. После завершения инспекционной проверки глава Ингушетии заявил, что 25 декабря лично проверит готовность сдачи
2 детских садов в Малгобеке, которые он посетил. В рамках выезда в Малгобекский район глава Ингушетии также побывал на стройплощадке школы в сельском поселении Верхние Очелки. Султан Пугоев, подрядчик объекта и гендиректор Севкавстрой, заверил, что строительство объекта будет завершено в срок. Согласно проекту, здание школы будет трехэтажным с подвальным помещением. На первом этаже расположатся учебные кабинеты для начальных классов, столовая, гардеробная, медицинский блок, спортивные и санитарно-бытовые помещения. На втором – библиотека с читальным залом, актовый зал, книгохранилище, кабинеты иностранного языка, учебные кабинеты информатики. На третьем этаже – кабинеты физики, биологии, химии с лабораториями, кабинет логопеда. Трехэтажное здание школы строят на территории в 3,5 гектара. Рядом со зданием также обустроят футбольное поле. Ты должен здесь 3 смены работать, сутками работать. Ты мне должен до 25 числа сдать эту школу. Сколько у тебя людей работает? А в данное время 46 А сколько должно быть? Ну, 70-80. А так, мы чарли. Я на той неделе уже кубусом. А Бек говорит, что он пень дачман. Слушай, я не понимаю. Организация работы. Деньги есть? Есть. А работы нет. А я, Данялович, полклочка, они 3 смены будут работать. Скажите, давай, надо сдать надо. Я начал, я ходил в школе еще, Узбах, Дизел, Бирж. 27-го. Хорошо, а с 28-го? Сейчас на объекте выполнена большая часть внутренних и фасадных работ. Установлены окна и двери, проведена электрика, сделана штукатурка, благоустраивается двор. Напомним, в селе Верхние Очелки сейчас функционируют 2 школы, 17-я и 22-я, одна из которых построена в 1976 году и рассчитана на 320 мест. При этом ее посещают более 1000 учащихся. Хади Добреева, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.